Дорогие друзья, здравствуйте! Приветствую вас из нашего фантастического города Барселоны. Сегодня затрону тему получения и использования в Испании цифровых сертификатов или по-другому цифровой подписи. Данное видео записываю как для тех, кто только собирается купить здесь недвижимость и связать свою жизнь с Испанией, в качестве информации об удобствах и приятных аспектах технической стороны жизни в Испании. А еще более полезен этот материал для тех, кто уже имеет недвижимость. Последним это видео должно служить учебным пособием и аргументом к немедленному действию по получению цифрового сертификата, если, конечно, вы его еще не получили. Наверняка вы уже сталкивались с цифровой подписью в стране вашего проживания. Для тех, кто не сталкивался и не обладает достаточной информацией, объясню. Фактически, использование вашей цифровой подписи на документе или при входе на сайты различных государственных испанских организаций законно идентифицирует вас как конкретную персону. И, первое, открывает вам доступ к информации, которая касается непосредственно вас в этой организации. Например, в налоговой инспекции можно посмотреть ваши задолженности или поданные декларации. Второе, позволяет достаточно просто от вашего лица подавать различные важные документы и даже пакетов документов в государственные органы и службы. Например, подать налоговую декларацию о доходах нерезидентов или подать документы на продление вашей резиденции. Третье. Получать от государственных служб всевозможные документы. Например, справку об отсутствии задолженности по налогам. Получить положительное решение по вашей резиденции. Получить справку из кадастра о текущей стоимости вашего объекта недвижимости и так далее. Таким образом, ощутимая часть всевозможных бюрократических вопросов в Испании, таких как что-то узнать о себе, подать какой-то документ самому или запросить нужный документ из испанских госорганов, а также авторизовать какого-то специалиста, например, бухгалтера, на представление ваших интересов, решается дистанционно. Таким образом, отпадает излишнее беспокойство о ваших взаимоотношениях с госорганами, с задолженностями, выполнением каких-либо обязательств. И неважно, живете ли вы здесь, в Испании, или находитесь далеко, за несколько тысяч километров отсюда. Даже если вы сами еще не разобрались, или просто вам нет времени разобраться в каком-либо вопросе, пока вы можете передать решение конкретной озревшей проблемы, например, подачу декларации специалисту. По меньшей мере, у вас всегда будет доступ к информации и возможность осуществлять контроль за должным соблюдением процессов. Также всегда остается возможность освоить решение всех или отдельных вопросов самому. Цифровая подпись позволяет существенно сократить бумажный документооборот, защитить его от подделки, сократить до минимума затраты на логистику, перемещение людей и документов в пространстве. Последний аспект важен для владельца недвижимости, а если он проживает за рубежом, то интересен вдвойне. На первой фазе при продлении любого типа резиденции на так называемую авторизацию также можно подавать документы дистанционно, экономить время на запись, поход в отдел по работе с иностранцами. Если каких-то документов не хватает, то можно осуществлять их донос также дистанционно. Если вы зарегистрировали в Испании свой собственный бизнес, то дополнительно с цифровым сертификатом физического лица получаете еще один цифровой сертификат, который идентифицирует вас уже не как физлицо, а как законного представителя вашего предприятия. Тогда вам дополнительно открывается доступ ко всей информации, касающейся вашего бизнеса. И также, как в случае с физлицом, весь документооборот можно перевести в виртуальное пространство. Замечу, что, например, мне настолько ценно время моей жизни в Испании, что я стараюсь ни одной лишней минуты не тратить на бюрократов и чиновников, и уже давным-давно использую дистанционные методы. И свел к минимуму решения всех повседневных бюрократических проблем. При этом проблемы не накапливаются и даже наоборот, еще думаешь, а что бы еще такого сделать и какого бы чиновника еще потревожить. Почему мы говорим о цифровых сертификатах в Испании наравне с такими вопросами, как прошение золотой визы, резиденции без права на работу, нашими методиками поиска недвижимости, освещением вопросов легализации документов и прочими важными вопросами? Все очень просто. Во-первых, чтобы продемонстрировать вам качественно новые решения в организации жизни в Испании и передать вам наш собственный прогрессивный опыт и научить вас, наших настоящих и будущих клиентов, наслаждаться не только климатом,
доброй человеческой атмосферой, гастрономическими чудесами, но и передовыми технологиями, которые также являются частью нашей жизни в Испании. Теперь коснемся практической стороны вопроса. Как и кому можно получить цифровой сертификат? Получить цифровой сертификат может любое физическое или юридическое лицо, связанное своей деятельностью или недвижимостью с Испанией. Для физлиц эта связь с Испанией выражается в наличии у вас НИИ, идентификационного номера иностранца, а для юрлица этот номер называется СИФ, идентификационный фискальный код. НИИ вам присваивают, когда, допустим, вам нужно купить в Испании недвижимость. СИФ присваивают предприятию в процессе регистрации. Пока НИИ или СИФ у вас еще нет, то цифровые сертификаты вам пока не нужны. Итак, у вас есть НИИ и вам нужно получить цифровой сертификат физического лица. Прежде чем мы перейдем к технической стороне вопроса, хочу заметить, что мы постарались максимально полно осветить порядок получения цифровых сертификатов, чтобы вы смогли получить их самостоятельно. Однако, если вы все же чувствуете, что не можете это сделать самостоятельно, то обращайтесь к нам, написав сообщение по электронной почте или WhatsApp. За небольшую плату мы запросим вам сертификат, запишем в ближайший от вас офис, где производится идентификация личности. Получим и пришлем ваш цифровой сертификат. Это мы можем сделать вне зависимости от того, в какой части Испании вы находитесь. Теперь переходим к технике получения цифрового сертификата. Это делается в 4 несложных этапа. Этап 1. Прежде чем мы перейдем на сайт Королевского монетного двора, прошу внимательно ознакомиться с настоящим текстом. Дело в том, что между запросом цифрового сертификата через интернет, идентификацией вашей личности и установкой сертификата на вашем компьютере не должно производиться никаких изменений операционной системы и программ, в том числе с целью обновления. Именно поэтому версии всех программ должны быть последними. Дальше, уже после того, как сертификат будет установлен, новизна версий браузеров и прочие изменения в операционной системе можно спокойно производить. Это уже не будет иметь значения для полноценного использования сертификатов. Между запросом сертификата через сайт монетного двора и физической идентификацией личности должно пройти не более 3 дней. Если вы не укладываетесь в этот срок, то можно просто-напросто запросить сертификат повторно, также отследив в этот момент, что версия, установленная на вашем компьютере браузера, является новейшей. Теперь вернемся к тексту. Если вы работаете под Windows, тогда проверьте, что ваша версия браузера Internet Explorer является новейшей. Если это не так, то обновите ее. Если вы работаете на Macintosh, то нужно установить новейшую версию браузера Mozilla Firefox. Корректно произвести и заказать установку цифрового сертификата с помощью Safari не получится. Некоторые элементы этого браузера несовместимы с программным обеспечением монетного двора. Для пользователей Macintosh добавлю, что после того, как вы уже пройдя все этапы получите сертификат, то создайте его копию. Это можно будет легко сделать через раздел «Настройки», подраздел с названием «Дополнительные» в браузере Mozilla Firefox. Там есть кнопка «Просмотр сертификатов». Далее выберите нужный сертификат и нажмите «Сохранить копию». После этого установите этот сертификат в связку ключей macOS, и сертификат станет доступным для любых целей через Safari. И также в почтовой программе для подписания писем с помощью цифровой подписи. Однако полноценно использовать Safari для всех госслужб не получится, поэтому всегда имейте под рукой Mozilla Firefox. Если что-то не идет и не получается сделать через Safari, тогда делайте это через Firefox. Также важное замечание. Вне зависимости от операционной системы, в которой вы работаете, Windows или macOS, установите новейшую версию среды Java или Java. На разных языках звучит по-разному. Без Java не получится подписать документы при электронном документообороте с налоговой инспекцией и миграционными службами. Но это уже информация для продвинутых пользователей. Если вы приняли к сведению информацию на данном экране и обновили браузер Internet Explorer для пользователей Windows,
и установили новейшую версию Mozilla Firefox для пользователей macOS, то можете набирать выделенную синим цветом ссылку уже в вашем обновленном браузере. Таким образом, мы попадаем на сайт Королевского монетного двора. Если вы знаете английский, то можете сразу перейти на английскую версию сайта. Это делается здесь. Welcome. Мы подразумеваем, что пользователи Windows уже установили свой браузер Internet Explorer, а пользователи macOS выполнили переход по указанной ранее ссылке, уже работая в новейшей версии Mozilla Firefox. Заказывать цифровой сертификат физического лица мы будем здесь, в пункте меню, обозначенной цифрой 2, но предварительно нам нужно произвести настройку нашего браузера для заказа цифрового сертификата Королевского монетного двора Испании. Для настройки браузера жмем на баннер с цифрой 1. На этой странице находятся ссылки для вариантов конфигурирования браузера для различных случаев. Также видим, что хотя версия английская, не все переведено на английский язык, но в данном случае это не страшно. Текст почти по-русски. Persona física – это физическое лицо, а software – это как раз то, что нам нужно. Мы просим цифровой сертификат не в физическом виде, как, например, карточки или бумаги, а в виде куска программного кода, который устанавливается на компьютер. Это и есть software. Поэтому жмем на software. Попадаем как раз на те объяснения, которые мы уже сделали. О том, что пользователи Windows должны обновлять Internet Explorer, а пользователи Macintosh должны установить новейшую версию Mozilla Firefox. Теперь, как сконфигурировать каждый из браузеров для заказа цифровых сертификатов? Для пользователей Windows сделана специальная программа, которая автоматически конфигурирует Internet Explorer. Ее скачиваете по ссылке, помеченной номером 1. Вот эта ссылка для Windows. Это программа для Windows. Не запуская эту программу, закрываете все окна Internet Explorer и после этого запускаете программу от имени администратора. Есть специальный способ запуска программ Windows от имени администратора. Чтобы Windows запустить программу от имени администратора, нужно кликнуть по скачанной программе правой кнопкой мыши, выйдет альтернативное меню, в нем будет строка «Запуск от имени администратора». Теперь щелкаете на этом пункте меню, и программа запущена, как и просили, от имени администратора. После выполнения программы перезагрузите компьютер. Для Windows настройка закончена. Теперь про Mac OS. Спускаемся чуть пониже. Для настройки Mozilla Firefox нам нужно установить в него корневые сертификаты Королевского монетного двора. Вот здесь мы видим ссылку номер 2 для скачивания корневых сертификатов Королевского монетного двора. Итак, переходим по этой ссылке номер 2. Вот мы оказываемся на страничке с корневыми сертификатами, и все, что нам нужно сделать, это по очереди кликнуть по каждому из них. В ответ Firefox будет отвечать, что такой-то сертификат установлен. Так устанавливаем все 6 корневых сертификатов. На этом все. Этап настройки Mozilla Firefox закончен. Теперь можем переходить непосредственно к заказу цифрового сертификата. Этап 2. Производим заказ цифрового сертификата физического лица. Для этого переходим на начальную страницу монетного двора, где производится заказ цифровых сертификатов. Ссылка на эту страницу указана в начале первого этапа. С конфигурированием браузеров мы разобрались. Да? И теперь
мы переходим к основному меню, к первому пункту, который помечен здесь циферкой 2. При нажатии меню разворачивается, выходят различные пункты. Нас интересует первый пункт получения цифрового сертификата типа Software. Нажимаем на него. Попадаем на вновь открывшуюся страницу, попадаем на список всех 4 этапов, которые нужно пройти для получения цифрового сертификата. Вот они, 1, 2, 3, 4. Первый этап – это настройка браузеров, мы уже выполнили. И теперь переходим ко второму этапу получения вашего цифрового сертификата. Нажимаем здесь на эту ссылку. Попадаем на простейший бланк прошения цифрового сертификата. Здесь вносим ваш НИИ, фамилию, адрес электронной почты. Повторяем адрес электронной почты. Этот пункт мы не трогаем, так и оставляем высокая степень. Дальше нажимаем на вот эту ссылочку, да, которая обозначена словом «нажать». Этого текста изначально не будет. Как только мы нажмем на эту ссылочку, этот текст под ней развернется. Тут содержатся простейшие условия и ссылка на закон о защите персональных данных. Здесь ставим галочку и нажимаем кнопку «Отправить запрос». В ответ приходит подтверждение, что запрос принят. Мы видим наш НИИ, фамилию, а также в тексте наш адрес электронной почты, который мы указали ранее, и сказано, что на него отправлен код прошения, código de solicitud. Теперь заходим в почтовую программу, чтобы проверить нашу почту. Итак, вот пришло письмо. Это письмо содержит фамилию, код прошения, который мы ждали, наш НИИ. И на этом можно сказать, что второй этап закончен. Теперь переходим к следующему этапу. Идем производить идентификацию вашей личности. Для этого сразу запоминаем ключевые слова на испанском языке, которые нам нужно будет произнести, когда мы доберемся до организации, которая занимается идентификацией. Эти ключевые слова acreditar la identidad para certificado digital persona física. На этой веселой ноте переходим к следующему этапу. Этап 3. Теперь, когда цифровой сертификат заказан, вам нужно пройти в офис одной из уполномоченных организаций для того, чтобы заказанный вами по интернету сертификат был привязан непосредственно к вашей персоне. Для этого нужно произвести идентификацию вашей личности. Снова возвращаемся в раздел сертификатов сайта Королевского монетного двора, ссылку повторяем в бегущей строке и нажимаем на первый пункт меню, как и на всех предыдущих этапах. Меню раскрывается, и мы снова нажимаем на самый первый пункт меню «Получить сертификат Software». Опять попадаем на общий список 4 этапов. Первые 2 этапа уже выполнены. Переходим к этапу 3. Тут сказано, что теперь нужно пройти в уполномоченный офис для прохождения идентификации личности. Для прохождения этого этапа вам понадобится код, полученный по электронной почте, поэтому распечатайте письмо с кодом, карточка резидента Испании. Если вы не являетесь резидентом Испании, также вам понадобится паспорт
и документ о присвоении вам НИИ. Также приготовьтесь назвать или выпишите на листке бумаги ваш адрес в Испании и телефон. Если у вас нет испанского телефона, то напишите телефон вашего испанского представителя. Теперь нужно понять, куда идти для идентификации. Здесь мы видим ссылку, подчеркнутую красным, вот она, а также ссылку на сайт налоговой инспекции, вот он. agenciatributaria.es. Эта ссылка нам тоже понадобится. Для начала переходим по ссылке, где нам предлагают выбрать ближайший офис. Попадаем на карту Испании с помеченными на ней офисами. Это все офисы. Тут есть плюс и минус, и с помощью которых можно приближать и отдалять карту. Приближаем место, в котором вы живете. Обратите внимание, что метки имеют разный цвет, и на некоторых написано personas físicas, на других personas jurídicas и físicas y jurídicas, и на третьих personas jurídicas. Нас в настоящий момент интересуют физические лица, поэтому с меток, на котором нет слов personas físicas, вот допустим здесь нет слов personas físicas, снимаем галочку, чтобы эти метки убрать с карты и чтобы они нас не отвлекали. На карте остаются офисы, которые обслуживают физических лиц. Приближаем ближайшую к нашему месту жительства в Испании метку. У меня в данном случае вышел офис с аббревиатурой АЭАТ. Это аббревиатура налоговой инспекции. Если брать в целом по Испании, то большинство офисов, в которых проводится идентификация, это как раз и есть налоговые инспекции. Так что запомним эту аббревиатуру. Обратите внимание, что для того, чтобы идти в налоговую инспекцию на идентификацию личности, нужна предварительная запись по интернету. Она называется Cita Previa. Одно важное замечание для жителей провинции Барселона и, возможно, других прилегающих провинций. В Барселоне есть офис организации комиссии рынка телекоммуникаций, где также можно пройти идентификацию. А его адрес Боливия 56. Вот мы видим здесь его адрес. Боливия 56. Но если вы живете в отдаленных от Барселоны провинциях, то ничего страшного нет. Запишемся для идентификации личности в офис налоговой инспекции. Заходим на сайт налоговой инспекции agenciatributaria.es. Здесь показано стрелочкой Cita Previa. Нажимаем. Попадаем в раздел записи. Нажимаем под словом Trámites, где указана стрелка. Вот здесь. Нажимаем. Приходим непосредственно к записи. Жмем, куда указывает красная стрелка. Вот сюда. Solicitud de cita previa. Вносите ваш НИИ и фамилию. И нажимаем Acceder. Находим строку Gestión censal y acreditación certificado digital. Это и есть идентификация личности для цифрового сертификата. Нажимаем эту строку. Она раскрывается на 3 подпункта. Вот 1, 2, 3. Нам нужен средний, где написано Acreditación Certificado Digital Personas Físicas. Ставим здесь галочку напротив него и нажимаем Solicitar Cita. Далее на следующих экранах вам будет предложено выбрать провинцию, где вы находитесь, город, конкретную налоговую инспекцию, дату и время визита. Когда вы запишетесь, система вам выдаст номер записи и вышлет его на электронную почту. Когда вы придете в налоговую в нужный день и час,
вам нужно будет набрать на специальном автомате ваш НИИ, и вам будет выдан номерок, по которому вас вызовут к определенному столу или окну через систему оповещения на табло в зале ожидания. Не забудьте захватить с собой код цифрового сертификата, ранее полученный по электронной почте, карточку резидента Испании, но если вы не являетесь резидентом Испании, тогда паспорт и документ о присвоении вам НИИ. Также будьте готовы назвать или выпишите на листе бумаги ваш адрес в Испании и телефон. Если у вас нет испанского телефона, то напишите телефон вашего испанского представителя. После идентификации личности вам сообщат, что специальная ссылка для скачивания сертификата будет направлена вам на электронную почту, указанную при заказе цифрового сертификата. Письмо с кодом вашего цифрового сертификата сохраняйте. Этот же код вам понадобится в дальнейшем для скачивания. На этом этап идентификации личности закончен. Переходим к этапу скачивания и установки цифрового сертификата. Этап 4. Мы прошли идентификацию личности, и на почту нам прислали оповещение, что мы можем скачать сертификат. Возвращаемся в раздел сертификатов сайта Королевского монетного двора. Ссылку повторяем в бегущей строке. Здесь мы нажимаем на первый пункт меню, как и во всех предыдущих случаях. Вот этот пункт выделен красной стрелкой. Меню раскрывается, и мы снова нажимаем на самый первый пункт меню «Получить сертификат софтвер». Также выделен красной стрелкой. Опять попадаем на общий список из 4 этапов. Вот они, 1, 2, 3, 4. На этот раз выполнено уже 3 этапа. Переходим к 4 этапу. Нажимаем на ссылку, обозначенную красной стрелкой «Скачать ваш сертификат». Раскрывается страница скачивания сертификатов. В первое окошко, сейчас приблизим. В первое окошко вносите свой НИИ, второе – фамилию, и в третье окошко код, который вы получили в виде письма, в письме точнее, по электронной почте после заказа сертификата на втором этапе. В это окошко. Затем нажимаете на эту ссылку, выделенную стрелкой. Под ней раскрывается текст. В изначальном варианте этого текста нет, но когда вы нажимаете, текст раскрывается. Здесь мы приводим текст в несколько сокращенном варианте. Затем прокручиваете текст до самого конца и ставите галочку, соглашаясь с условиями использования. И, наконец, нажимаете кнопку «Descargar certificado». После этого выйдет сообщение, что сертификат успешно установлен. Поздравляем, вы установили цифровой сертификат. Далее рекомендуем сделать его копию. При копировании нужно задавать пароль для его последующей установки. Мы используем для заказа сертификатов Mozilla Firefox. Чтобы сделать копию сертификата в этом браузере, нужно зайти в настройки. В настройки можно попасть через кнопку «Открыть меню» в правом верхнем углу браузера. Там есть иконка в виде шестеренки. После того, как нажмете шестеренку и затем на пункт под меню «Дополнительные», оказываетесь на этом экране, который сейчас перед вами. Нажмите «Просмотр сертификатов». И переходите к окну просмотра всех установленных на вашем компьютере сертификатов. Находите свою фамилию в списке и нажимаете кнопку «Сохранить копию». Теперь у вас есть копия сертификата. Единственное, не забудьте потом про пароль, который вы ей назначили.
Сделать копию сертификата с помощью Internet Explorer не намного сложнее. Поищите в интернете статью о экспорте сертификата в браузере Internet Explorer. В системах под управлением Windows сертификаты можно найти в меню «Сервис», далее «Свойства обозревателя», вкладка «Содержание», кнопка «Сертификаты». Далее в окне «Сертификаты» перейдите на вкладку «Личные». Здесь должен находиться ваш сертификат. Создать ее копию можно с помощью мастера импорта и экспорта сертификатов. Так как сертификат уже установлен, то для вашего случая это будет экспорт. На этом все. Берегите свое время и деньги. Используйте цифровые сертификаты. Удачи!